необычный урок, мастер-класс. Мы научимся ткать вот такой пояс. А теперь посмотрите, пожалуйста, костюмы каких национальностей перед вами? Русский, Украинский, малайский, удмуртский, татарский. Да, представители Республики Татарстан, да, ведь все мы живем в дружбе и согласии. Что вы можете сказать общего по этим костюмам? Цвета, узоры. А как по-другому говорят узоры? Орнамент. А какие орнаменты присутствуют в этих костюмах? Круги, ромбики, линии, квадратики, кто-то говорит правильно, зигзаги. Хорошо. И цвета какие преобладают? Белый цвет. А что означает белый цвет? Чистота. Красный. Сила. А вот зеленый цвет, что означает, как вы думаете? Растительность. Хорошо. Правильно все. Вот теперь смотрим на слайд. Вот такие геометрические фигуры встречаются в удмуртских народных костюмах. И все они связаны с природой. Вот особый орнамент. Это восьмиконечная звезда. Выполняет функцию оберега. А что такое оберег? Кто скажет? Это защита злых сил. Это защита от злых духов и сил, Давид. Где еще можно встретить этот знак? Да, правильно. А теперь давайте приступим к практической части. Мы будем вот такой вот пояс. Берем заготовки картона, готовим нитки готовим, узелок продеваем в центральную дырочку, распределяем нитки по прорезям. Узелок держим правой рукой. По прорезям распределяем. Как вы думаете, почему именно эти цвета я выбрала? Эти цвета нравятся. Да, эти цвета именно любит удмуртский народ, да ведь. И еще они контрастные, так пояс будет намного красивее. Один прорезь остался у нас пустым, да ведь. Готовы? Все готовы? Относительно от пустой прорези отсчитываем третью нитку. 1, 2, 3. Вынимаем, перекладываем в пустую. Итак, дальше 1, 2, 3. Вынимаем, перекладываем в пустую. Теперь это действие повторяется до конца плетения пояса. Ребята, удмуртский народ считается самым поющим народом. Даже когда на работу шел удмуртский народ, они пели. Возвращались, пели. Давайте мы тоже споем про родной язык, песню про родной язык. Ana
Да, но пояс по-прежнему многие народы считают священным. Христианин не садился обедать без пояса. Показаться посторонним, неподпоясанным, считалось верхом неприличия. О тех, кто не уважал этот старинный обычай, говорили «распоясался». С тех пор так говорят о грубых, несдержанных людях, которые ведут себя дерзко и нахально. Снять с человека пояс значит глубоко оскорбить его, обесчестить. Плен во все времена считался позором. Поэтому с пленного воина в первую очередь снимали пояс, лишали его чести и достоинства. Пояс выполняет одновременно такие функции – эстетическую, утилитарную. Подпоясанная одежда, плотнее прилегая к фигуре, лучше согревает, обеспечивает свободу движения во время работы. К поясу крепились предметы обихода – сумочки, гребни, ключи, орудия труда и оружие. Ткать пояс – это творить свою жизнь. И вот такие пояса можно ткать из разных цветов, выбирать можно разные цвета. И еще вот можно на бёрдышке соткать вот такую повязку. Плетение другое, мы еще научимся. И ткать на бёрдышке, чем на станке, во-первых, удобно рукам, и еще мобильно с собой можно брать, да ведь? И какие у вас получились пояса? Ну-ка покажите. Ох, какие красивые пояса у вас получились. Где вы сможете вот эти пояса применить? Браслет. Покажите, как это может быть, как выглядит этот браслет. Красиво? Вам нравится? Да, вот эта ручная работа всегда ценилась. Во-первых, это индивидуально, да ведь, эксклюзивно ценилась такая работа. Давайте мы свой мастер-класс завершим с песней «Тувандель». Мотив на удмуртский, на русский мы спели и на татарский еще споем.